Грипп гуляет по республике. По сообщению специалистов, с сентября по ноябрь число заболевших резко возрастает, но население не торопится получить прививки. Врачи предупреждают, отказ от вакцинации может привести к тяжелым осложнениям болезни с летальным исходом. Тему продолжит Елизавета Кочетова. С наступлением зимы родители запасаются лекарствами в ожидании эпидемии гриппа. Самым действенным способом профилактики по-прежнему остается вакцинация. Эта процедура бесплатная, но, несмотря на это, не все родители желают прививать своих детей. Я от гриппа против, да. То, что уже сталкивались, и как бы она нам помогает. Наоборот, хуже. Ну вот маленькому тоже отказались. Нет, от гриппа не прививаем. Потому что пытались ставить ребенку старшему от гриппа прививки. В итоге ребенок с прививкой от гриппа болеет. И осложнения более тяжелые, нежели если мы не ставим прививку. Поэтому не прививаемся ни я, ни старший ребенок, ни младший ребенок. Многие родители считают, что после вакцинации у детей ослабевает иммунитет, ребенок обязательно заболеет и возникнут осложнения. Очень часто бывает такая ситуация, что мы попадаем в так называемый продром болезни. То есть человек уже начинает заболевать. У него еще нет явных признаков болезни, температуры, интоксикации и так далее, и так далее. Но вирус уже присутствует, тот или иной, и болезнь уже находится в дремлющем таком состоянии. Мы в этот период делаем вакцинацию, и на следующий день он заболевает. Сейчас медики работают с препаратом Гриппол Плюс, разработанным с учетом тех штаммов вируса гриппа, которые, вероятнее всего, будут циркулировать в сезон эпидемии. Очень хочу подчеркнуть, что в тех вакцинах, в которых мы сейчас работаем, нет вируса гриппа. То есть вызвать болезнь он не может. А вот иммунный ответ выработать организм должен. Высокая температура, красное горло, насморк, сильный кашель – это симптомы гриппа, при которых необходимо обратиться к врачу. Самолечение может привести к непредвиденным результатам. Перед прививкой необходимо провести медицинский осмотр, чтобы максимально исключить заболевание ребенка после вакцинации. Самым благоприятным временем для профилактики считается период с сентября по ноябрь. До сезона эпидемии еще есть время, чтобы позаботиться о своем здоровье и здоровье своих детей.